сейчас с вами проведем такую форму методической работы, которая появилась не так давно. Она называется «Методический мост». Значит, что такое методический мост? Это одна из форм дискуссии, но в этой дискуссии обсуждается и предлагается передовой педагогический опыт. В этом как бы вот особенность такого методического моста. Значит, я выбрала программу, вернее, я выбрала тему, которая у нас связана с воспитательной деятельностью, потому что я все время хожу на эти самосборы, и я вижу, как сегодня вообще вырос уровень тех, кто вот серьезно занимается информационными технологиями, как вы сегодня умеете с успехом применять в образовательной деятельности. Я все-таки, вот недавно у нас была конференция «Всероссийское классное руководство в 21 веке», как бы, исходя из этого, я как раз вышла и на эту тему. Поэтому я сначала хочу несколько сказать слов, почему, на мой взгляд, эта тема очень важна, а потом мы поработаем с вами в интерактиве. Итак, значит, во-первых, почему эта тема сегодня важна? Потому что сегодня произошли феноменальные изменения в мире повседневной жизни школьников. Они, конечно, вам известны, но некоторые из них все-таки хочу назвать. Во-первых, это в мире вещей. Это поведение мобильника, компьютера, гаджетов, это нам всем понятно, но мы недооцениваем, что сегодня у нас есть разнообразие одежды, разнообразие аксессуаров. Это все привлекает наших учащихся, да? Второе, в мире языка это внедрение англицизмов, интернет-сленговость, относительно примитивизация речи, распространение иконографических языковых средств, таких как смайлики и другое. Далее, если говорить в мире социального пространства, то, конечно, коммуникационная близость, но в связи с этой коммуникационной близостью идет дополнение реального социального взаимодействия к виртуальному. Потому что даже сегодня у нас для того, чтобы жениться и выйти замуж, да, у нас знакомятся виртуально. Далее, в мире природы идет конкуренция виртуальных образов природы с образами реальной природы. В мире человека это освоение возможности управления телесного и телесностью и в меньшей мере своим психическим миром. То есть у нас все сегодня направлено на то, что нужно быть там стройным, красивым и так далее. О психическом мире не говорим вообще. Отсюда каковы вызовы сегодня? Значит, в связи с развитием информационно-технической культуры у нас какие вызовы становятся наиболее актуальными? Во-первых, это значительное социальное расслоение россиян. То есть, говоря об информационных технологиях, мы, конечно, и семья должна, и школа иметь хорошее техническое оснащение в этом плане. Вот сейчас была, когда на международном семинаре выступал профессор с Америки, и выступала его, значит, ученица, уже работающая учительница. Школа, которая хорошо оснащена, они очень интересно работают, используя информационные технологии, в том числе в воспитательной деятельности. Вопрос стал о школе, где дети из более бедных семей, а там этого ничего нет. То есть расслоение идет. Далее, это бюрократический стиль управления в образовании. Мы это с вами все наблюдаем. Далее, это представление школы миру в двух пространствах. В пространстве реальной жизнедеятельности и в пространстве ее виртуального отражения. Я думаю, тоже объяснять вам не надо, вам это понятно. Поэтому в связи с этими вызовами, я назвала только основные, конечно, государство наше обеспокоено, да, вот этими вызовами, поэтому была разработана стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Ну и несколько слов об этом, чтобы дальше мы могли работать. Так вот, в этой стратегии говорится о том, что воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Ну и говорится о том, что обновление содержания воспитания, внедрение формы методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективностью реализации как раз воспитательной компоненты федеральных государственных образовательных стандартов. Там это прописано. Там прописано много механизмов. Нигде среди этих механизмов я не нашла, в общем-то, механизмов, как можно использовать интернет-ресурсы сегодня в воспитании. А мы все с вами знаем, что все дети и родители, они сидят в социальных сетях. Вот как мы
они их используют. Если посмотреть на наше телевидение, то Малахов что у нас показывает? Ну вот какой-нибудь душ там сняли, да, вот 1 миллион просмотров, да, ни разу не было ни одного, в общем-то, разговора, может быть, обсуждения какой-то серьезной ситуации, да, виртуальной и так далее. Ну и основные направления, которые определены сегодня в этой стратегии, во-первых, это поддержка семейного воспитания, это поддержка общественных объединений в сфере воспитания, то есть как мы с вами должны поставить вопрос, как это сделать, используя интернет, да? Далее, это гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание, они, правда, там идут отдельно, я объединила в одно. Популяризация научных знаний среди детей, физическое воспитание, формирование культуры здоровья, а мы сами знаем, что дети на физкультуру вовсе не хотят ходить, да? И бегают, и не могут пробежать, очень многие не сдать ГТО и так далее. Трудовое воспитание, профессиональное самоопределение и экологическое воспитание. Так вот, какова будет наша задача сейчас и как мы с вами будем работать? Работать будем мы с вами в формате мозгового штурма. Значит, легенда о мозговом штурме, ну, может быть, некоторые знают, кто у меня учился, несколько слов скажу, откуда взялся мозговой штурм, какова легенда. Однажды капитан подводной лодки Осборн, значит, находились они глубоко под водой, значит, и поэтому он и написал, когда вышел в отставку, вернее, разработал такую технологию, как мозговой штурм. Значит, на корабль, на подводную лодку начала двигаться мина. Вопрос стал, либо умереть, либо выжить. Тогда он собрал всю свою команду, а мы понимаем, что на подводной лодке в основном офицерский состав, ну, матросики это те, кто, так сказать, черновую работу делают. И он им так сказал, вы можете выдвигать самые дикие идеи. И, может быть, одна из этих диких идей как раз и спасет нам жизнь. И далее он пишет так. Один матросик, не офицер, один матросик сказал, надо подуть. Все так начали хохотать, ну как это подуть, что за детство? Оказалось, самая лучшая идея, потому что когда помпы начинают отдувать воду, да, и как раз они это сделали, и мина обошла подводную лодку, и люди все остались живы. Поэтому как проходит мозговой штурм? Есть очень много вариантов. Значит, мы с вами как будем работать? Мы сейчас разделимся на 4 группы. Значит, каждая группа выберет у себя руководителя и секретаря. Задача секретаря будет собрать идеи, а руководитель будет представлять, да, эти идеи. И вот какую я сегодня ставлю задачу? Вот это наш методический мозг. Вот эти наших 7 опор, 7 направлений воспитания. Вот давайте посмотрим, по каким направлениям воспитания у нас, может быть, есть идеи, каким образом мы можем их реализовать, используя сегодня интернет-ресурсы. Потому что в образовании, я смотрю, очень много, вы что называете, и инструментов, и различных ресурсов, и так далее. И мы выявим с вами, где наш мозг сегодня проваливается, и почему он не может стоять вот на таких крепких опорах. Задача ясна? Значит так, я посчитала, вам надо разделиться на 4 группы по 6 человек. Давайте я вас сразу разделю, чтобы было быстро. Так, 6. Быстренько за этот стол. Так, двое сюда. Быстро